Добрый день, дорогие зрители! Сегодня я хочу поделиться с вами о видах традиционной вышивки. Их у нас в данный момент мы используем 15 видов нашей вышивки. И сегодня я хочу провести урок по этим видам. Первое, что я хочу вам показать, это вот от простого мы будем начинать от простого к сложному. Поэтому первый вид нашей вышивки называется джурмемö. Это у нас является как бы фундаментальным, одним из фундаментальных вышивок. Этот вид вышивки применяется везде, на тушкизах, на панно, на одеялах. Наши бабушки, наши мамы в молодости применяли этот вид в быту и везде применяли. И вот я хочу вам показать. Приготовила вот иголку с ниткой. Делаете небольшой узелок. И вот начинаем уже вышивать. Это вот в нашей молодости, когда мы еще в школе учились, называли по-разному. Ильмек, цепочкой называли. Вот самый-самый такой, что ни на есть простой. Откуда произошло это название джурмемö? Это опять же наши бабушки, прабабушки, когда резали скот, когда они мыли внутренности, и когда они обрабатывали или чистили, там мыли вот кишки, например, барана, скажем, да, и вот таким образом они заплетали. Оттуда вот произошло это название джурмемö. Таким образом, вот изнутри, вот вовнутрь втыкаем иголку, снизу вытаскиваем таким образом. Все время нитка находится вот в таком положении, и иголку втыкаем вот в конечную часть и вот таким образом вытаскиваем. И получается вот такая цепь, одна за другой. Вот обратите внимание, такая цепь образуется. И вот, как я выше сказала, нитка должна находиться вот в таком положении. И иголку мы вытаскиваем вот отсюда. Наверное, многие из вас уже знакомы с этим швом из детства. И вот такая цепочка образуется.